Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня, 5 сентября, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в район Мир-Саид Али Хамадуни. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в районе Хамадуни началась с открытия автомобильной дороги между селениями Файзобод и Тагноб. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в район Мир-Саид Али Хамадуни. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в районе Хамадуни началась с открытия автомобильной дороги между селениями Файзабад и Тагноб. На церемонии открытия дороги, имеющей местное значение, было сообщено, что ее протяженность составляет 14,5 километров. Она объединяет селения Файзабад и Тагноб сельского джамуата Даштигулхо, селения Анчирок, Сафеддоб и Сафаргадо сельского джамуата Панджрут, селение Бог сельского джамуата Кахрамон и районный центр. Строительные работы в этом направлении были начаты в мае текущего года отечественными предпринимателями с привлечением населения и завершились затраты 27,5 миллиона самани. Ширина дороги, которая входит в 5-ю категорию дорожного движения, составляет 6 метров и заасфальтирована толщиной 8 сантиметров. В основном эта дорога была создана в 60-х годах прошлого века, в последние годы нуждалась в ремонте. Нехорошее состояние дороги усложняло движение грузового и пассажирского транспорта. Теперь в рамках мероприятий, посвященных празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, указания и поручения главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, эта дорога за короткий срок и в соответствии с современными требованиями была реконструирована. Ремонт и реконструкция автомобильной дороги между селениями Файзабад и Тагноб до районного центра Хамадуни очень обрадовали жителей. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдачу в эксплуатацию этой дороги отечественными предпринимателями счел достойной похвалы. Осуществление созидательных инициатив назвал высоким знаком любви и верности граждан народу и государству. В рамках мероприятия во имя достойного празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Мир-Саид Али Хамадуни запланированы создание и реконструкция еще десятков километров дорог местного значения. Эта мера будет способствовать улучшению социально-экономического движения жителей района и устранить проблемы передвижения населения, особенно водителей. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в районе Мир-Саид Али Хамадуни в селении Файзобод сельского джамуата Даштигулхо сдал в эксплуатацию здание лечебно-диагностического и стоматологического центра. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в районе Мир-Саид Али Хамадуни в селении Файзобод сельского джамуата Даштигулхо сдал в эксплуатацию здание лечебно-диагностического и стоматологического центра. Новый объект в сфере здравоохранения в честь празднования годовщины государственной независимости Республики Таджикистан построен местным предпринимателем Азизом Азизовым. В ходе ознакомления было сообщено, что построенное здание лечебно-диагностического и стоматологического центра состоит из 2 этажей. Имеются 16 кабинетов, в том числе кабинеты приема, диагностики, аптека, кабинет функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, кабинет челюстной хирургии, стоматологии, имплантологии и другие. Площадь объекта составляет 500 квадратных метров. Здание было построено на пустующем месте. В ходе строительных работ более 50 местных специалистов были обеспечены работой. Лечебно-диагностический и стоматологический центр в селении Файзобод сельского джамуата Даштигулхо расположен в 14 километрах от районного центра. В нем 30 специалистов, в том числе 10 врачей с высшим образованием и 12 сотрудников среднего медицинского персонала, обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Центр предназначен для обслуживания жителей 12 окрестных селений, число которых составляет более 25 тысяч человек. С учетом созданных условий, широкого кадрового и технического персонала, Центр имеет возможность оказывать медицинские услуги и жителям других городов и районов. До этого времени жители вынуждены были для лечения зубов ездить в отдаленные места, потому что в этом районе отсутствовало современное оборудование и лаборатории.
Было сообщено, что с поддержкой социальной политики правительства Республики Таджикистан в рамках напутствий и указаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, все виды обслуживания в этом центре для круглых сирот, одиноких детей, ветеранов войны и труда, представителей других нуждающихся слоев общества будут проводиться бесплатно. Здание лечебно-диагностического и стоматологического центра в сельском Джамуате Даштигулхо района Мир-Саид Али Хамадуни возведено с учетом особенностей сферы здравоохранения, автомобильная дорога вокруг него заасфальтирована, аллеи, покрытые плиткой, украшены цветами и кустарниками. Само здание и улица вокруг него освещены. 5 сентября основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, нажатием символической кнопки дал старт деятельности водоотстойника в районе Мир-Саид Али Хамадуни. Было сообщено, что водоотстойник построен с целью повышения уровня благосостояния жителей путем улучшения управления ирригационной системой дехканских хозяйств в бассейне реки Пянш в районах Фархор, Мир-Саид Али Хамадуни и Восе. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, нажатием символической кнопки дал старт деятельности водоотстойника в районе Мир-Саид Али Хамадуни. Было сообщено, что водоотстойник построен с целью повышения уровня благосостояния жителей путем улучшения управления ирригационной системой дехканских хозяйств в бассейне реки Пянш в районах Фархор, Мир-Саид Али Хамадуни и Восе. С географической точки зрения район Мир-Саид Али Хамадуни расположен ниже уровня потока реки Пянш, поэтому эта местность уже неоднократно получала ущерб от дождя и наводнений. Ежегодно из реки Пянш в канал Чубек поступает поток смешанных пород в количестве 700 тысяч кубических метров, заполняя илом оросительный канал. Жители с большими трудностями и затратами очищают арыки от ила. Поэтому в июле 2020 года в рамках проекта управления водными ресурсами в бассейне реки Пянш был поднят вопрос устранения возможных природных угроз для населения. Этот проект был реализован по инициативе правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с партнерами по развитию, в том числе Азиатским банком развития. Подрядчиком проекта является открытое акционерное общество ТГМ с привлечением более 400 инженеров и местных специалистов на высоком качественном уровне было завершено строительство водоотстойника типа озера в районе Мир-Саид Али Хамадуни. В рамках реализации проекта завершено строительство водохранилища, проведены берегоукрепительные работы, а также реконструкция водонасосной станции. Строительные работы на этом объекте начались 1 октября 2020 года и завершились 30 марта 2023 года. Было сообщено, что Чубек среди оросительных сетей бассейна реки Пянш является крупнейшим. Его площадь составляет 50 160 гектаров. Поскольку в этом регионе сельское хозяйство является основой экономического развития, создание этого объекта имеет не только экономическое, но и социальное значение, поскольку более 60% населения обеспечивается работой. При строительстве объекта было использовано более 80 различных видов техники и механизмов. Инженеры и строители для продолжительности деятельности водоснабжающего объекта строительные работы выполнили на высоком качественном уровне. В рамках проекта также построены 2 автомобильных моста. Для обеспечения объекта электричеством протянута линия электропередачи протяженностью более 12 километров. Установлены 2 трансформатора по 100 киловольт. Основатель мира и национального единства, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в район Мир-Саид Али Хамадуни Хатлонской области посетил земли общества с ограниченной ответственностью Тожагро и ознакомился с положением полевых работ. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в район Мир-Саид Али Хамадуни Хатлонской области посетил земли общества с ограниченной ответственностью Тожагро и ознакомился с положением полевых работ. Главе государства вначале были представлены возможности орошения садов и виноградников, созданных новым методом. С созданием 2 новых водоочистных бассейнов, установкой 3 водонасосных станций и внедрением технологии фильтрации воды появилась возможность для орошения капельным методом 50 гектаров земель.
предупреждение высыхания почвы, лучший доступ растений к питанию и другие факторы являются основными преимуществами капельного орошения. В этом году земледельцы компании «Тотж Агро» в экспериментальном порядке на 1,5 гектарах заложили интенсивно экспериментальный яблоневый сад. Вегетация в нем оценивается как хорошая. С обретением большего опыта в дальнейшем площадь орошаемых по новой технологии садов будет расширяться. Глава государства, напомнив о нынешней ситуации в мире и увеличении потребностей населения планеты в продуктах питания, назвал важным улучшение возможностей для производства сельскохозяйственной продукции с целью достижения одной из 4 стратегических целей развития страны – обеспечения продовольственной безопасности. С учетом потребностей продовольственного рынка в 2023-2024 годах на площади 17 гектаров с учетом современного опыта высажен виноград без косточек. Если при традиционном методе на площади 1 гектар можно было разместить до 330 кустов винограда, то с применением нового метода на 1 гектаре размещается более 1300 кустов, что имеет множество преимуществ. 15 сортов винограда без косточек, пользующихся большим спросом на мировом продовольственном рынке, были завезены из-за рубежа и после акклиматизации посажены здесь. В настоящее время труженики компании «Тотж Агро», накопившие большой опыт выращивания винограда без косточек на основе современных технологий, планируют внести вклад в расширение площадей таких виноградников в стране. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, обратил внимание хозяйственников на широкое использование имеющихся возможностей и обеспечение увеличения производства конкурентоспособной экспортной продукции. В обществе с ограниченной ответственностью «Тотж Агро» 150 человек с учетом требований привлекаются к сезонным и постоянным работам. Труженики стремятся к внесению вклада в обеспечение продовольственной безопасности и путем использования в производстве современного опыта повышать урожайность земли. Общество с ограниченной ответственностью «Тотж Агро» на площади 3 гектаров земли построило 2 постоянно действующие теплицы для выращивания сельскохозяйственных культур, цитрусовых и тропических деревьев. Сейчас выращивание саженцев тропических деревьев налажено в экспериментальном виде. Труженики планируют путем акклиматизации к природным условиям Таджикистана увеличить производство тропических фруктов, в том числе манго, бананов и авокадо. Всего в хозяйстве имеется 75 гектаров орошаемых земель, из которых 22 гектара составляют фруктовые сады и 50 гектаров – виноградники. Для хранения урожая садов и виноградников в компании «Тотж Агро» создано холодильное помещение вместимостью 1000 тонн продукции. На территории поселка также имеется цех по переработке меда. Глава государства напутствовал хозяйственников на эффективное использование земли, большее внедрение производства современного опыта и развитие сельскохозяйственной сферы с учетом изменения климата, налаживания выращивания растений и получения больших урожаев. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселковом Джамуате Ховалингского района поднятием покрывала с мемориальной доски сдал в эксплуатацию новое здание Центральной районной больницы и ознакомился с условиями работы, деятельности и обслуживания в ней. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселковом Джамуате Ховалингского района поднятием покрывала с мемориальной доски сдал в эксплуатацию новое здание Центральной районной больницы и ознакомился с условиями работы, деятельности и обслуживания в ней. Строительство нового здания больницы осуществлено в рамках реализации проекта улучшения медицинского обслуживания матери и ребенка на сумму $3 410 000. Строительные работы этого медицинского учреждения начались в сентябре 2022 года и завершились в августе 2024 года. В ходе строительства инженеры и строители компании «Стройцентр» использовали качественные отечественные строительные материалы и соблюдали стандартные требования и нормы. Новое медицинское учреждение состоит из 3 зданий: трехэтажного главного корпуса, подвала, 2 двухэтажных зданий,
котельной, склада для хранения горючих материалов, водонапорной башни, силового трансформатора мощностью 250 киловатт-часов, дизельного генератора мощностью 200 киловатт-часов и вспомогательных сооружений. В центральной больнице функционирует отделение приема взрослых и отделение приема детей на 80 коек. На этой основе для оказания услуг подготовлены отделения внутренних болезней, хирургии, экстренной помощи, родильное отделение, вспомогательные и административные отделения. Наряду со строительством нового здания центральной больницы учреждение оснащено современными медицинскими приборами и оборудованием, такими как цифровой рентген, оксигенераторы, аппарат ультразвуковой диагностики, электрический кардиомонитор, современное оборудование для диагностики и лечения почек, биоанализатор, аппараты искусственного дыхания, автоклав и санитарно-техническое оборудование. В ходе беседы президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал полезные рекомендации работникам больницы по совершенствованию уровня их квалификации, улучшению качества медицинского обслуживания населения, хорошему общению и высокой ответственности в работе и деятельности. Ввод в эксплуатацию центральной больницы, оснащенной современными медицинскими приборами и оборудованием, будет способствовать улучшению инфраструктуры сети учреждений здравоохранения района, служить пациентам для своевременного выявления, диагностики и лечения различных заболеваний. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подарил 2 машины скорой помощи персоналу больницы с целью формирования инфраструктуры сферы здравоохранения, своевременного и качественного оказания медицинской помощи. Двор больницы озеленен, на нем высажено более 105 декоративных тенеобразующих деревьев, кустарников и цветов. С вводом в эксплуатацию нового здания центральной больницы в Ховалинском районе рабочими местами обеспечены 125 медицинских работников. Специалисты и работники учреждений здравоохранения путем внедрения стандартов медицинского обслуживания для диагностики и лечения могут обеспечить устойчивость и доступ населения к лечению. Следует отметить, что в Ховалинском районе действует 48 медицинских учреждений, в которых 374 врача и медсестры оказывают медицинские услуги 62 295 жителям Ховалинского района. Следует напомнить, что наряду с другими целями, определенными стратегией охраны здоровья населения Республики Таджикистан на период до 2030 года будет осуществляться развитие сферы здравоохранения, формирование инфраструктуры сферы и с учетом роста населения обеспечиваться строительство современных медицинских учреждений. Так, только за 6 месяцев 2024 года в республике построено и сдано в эксплуатацию 34 учреждения здравоохранения, отремонтировано и реконструировано 110 учреждений сферы. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ховалинском районе сдал в эксплуатацию административное здание Комитета по земельному управлению и государственного дочернего предприятия по регистрации недвижимого имущества. Новое здание построено в Махале Бобо-Юнус поселка Джамуата Ховалин и состоит из 2 этажей с подвалом, 10 рабочих кабинетов и конференц-зала, оснащенных инвентарем и техническим оборудованием. В нем для сотрудников созданы благоприятные рабочие условия. На 1 этаже расположен отдел регистрации и обслуживания, отдел землеустройства и кабинет для персонала. Все комнаты оборудованы необходимыми принадлежностями, инвентарем и компьютерами. На 2 этаже объекта расположены рабочие помещения администрации и работников сферы. В подвале административного здания размещен архив отраслевых документов, который связан с центральным электронным архивом. Строительство здания было завершено отечественной компанией «Тахт Иншоот». В процессе строительных работ было задействовано 16 человек. Проект реализован в установленные сроки на сумму более 3,2 миллионов сомони. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Махале Мирзо Турсунзаде поселка Джамуата Ховалин сдал в эксплуатацию здание гостиницы пансионата одаренных. Здание гостиницы пансионата одаренных построено по современному архитектурному дизайну и состоит из 3 этажей. Объект состоит из 54 комнат, конференц-зала на 50 мест, компьютерного зала на 50 мест и 30 компьютеров. Новое здание построено местным предпринимателем Абдулло Хасановым и Исмуилом Садировым с высоким качеством. Площадь гостиницы составляет 10 тысяч квадратных метров. Она стала прекрасным местом отдыха одаренной молодежи.
В ходе строительных работ за счет местных жителей было привлечено более 150 строителей, обеспеченных хорошей заработной платой. В ходе ознакомления с объектом президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку дизайну, качеству строительных работ и созданием условий для одаренной молодежи и подростков. Здесь лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел искреннюю встречу с группой талантливых подростков и молодежи. В завершении встречи 50 молодым людям были вручены ценные подарки президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона. 5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселковом Джамуате Ховалинг сдал в эксплуатацию административное здание районного отдела агентства социального страхования и пенсии. Здание состоит из 2 этажей, 15 рабочих кабинетов, библиотеки, точки единого окна, внутренних и наружных санитарных помещений. Рабочие помещения и конференц-зал оснащены инвентарем и техническим оборудованием. В них созданы необходимые условия для работы сотрудников. Единое окно для приема граждан, библиотека, 5 кабинетов для персонала и санитарные кабинеты с установкой современного оборудования расположены на 1-м этаже. Положена автомобильная дорога от главной автомагистрали до нового здания отделения агентства социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан в Ховалинском районе протяженностью 104 метра. В процессе ознакомления с объектом лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы напутствовал работников отрасли на высокую ответственность, выполнение работ и услуг, трудовую самоотдачу, защиту национальных интересов, обеспечение прозрачности работы, совершенствование профессиональных навыков, а также на хорошие деловые отношения и общение с населением. Уважаемые телезрители, только что поступила информация. С 29 августа по 10 сентября в Аль-Айне, Объединенных Арабских Эмиратах, проходит чемпионат Азии по боксу среди юниоров и школьников. В соревнованиях принимают участие 462 спортсмена из 26 стран азиатского континента. Предметом гордости является то, что впервые в истории таджикского спорта 11 молодых боксеров из Таджикистана продолжают выступать в полуфинальной стадии. И у нас, можно сказать, есть 11 медалей. После соревнований определяться, будут ли эти медали бронзовыми, серебряными или золотыми. Среди школьников в полуфинал прошли Анушервон Сидыков, Дильшот Сиджаев, Фирузджон Бойматов, Акбарджон Абдулоев. Среди подростков в полуфинале Билолджон Иксанов, Амирбек Махрамов, Абубакар Азизов, Сорбон Нурализода, Умарджон Асроров. Среди девушек вышли в полуфинал Фариноз Абдулаева с Миной Азамзода. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!